Вот я здесь храмик увидел. Чуть-чуть передохнем. Пойдем посмотрим. Прямо здесь машину поставлю. Вроде солнца нету, а глаза прям бьет. Поэтому я иногда очки одеваю. Пожалуйста. Обязательно охранники. Смотрите, как красиво сделано. И на нее ногу поставил лев. Лев, да? С двух сторон. А у этого вот круглый камешек. Ой, как прохладно здесь. Это благодаря, наверное, деревьям. Оно окружено, здесь все закрыто. Ну, храмик он закрытый. Ох, как прохладно, как будто кондиционер включенный, ребята. Ну и обязательно там здесь свечи, лампочки горят. И там вот, пожалуйста. И здесь камера вот стоит, видите? Здесь они, японцы, это им 2 раза. Видите? Шуршат. О, тут этот бегает. Денежки кидает, хлопает и молятся, и просят у Бога. О, как тут прохладно. Ох, прям классно. Освежился я. Интересное дерево. Наверное, что деньги кидает. Нет? Нет, смотрите, плод целое. Так, ну что, ребят, едем дальше. Хочу выразить свою благодарность ютуберам, блогерам, как Эльвира, которая сейчас в Кыргызстане снимает про мою родину Кыргызстан, про пилотов, которые в Индии снимают Индию, и этот Турдадур, тоже девушка из Москвы, тоже снимает. Сейчас она в Кыргызстане, где-то в горах, в юрту снимает. Молодец, я 2 года не был в Кыргызстане, я скучаю. И смотря их видео, мне прям ощущение, вот вы же сами мне пишете, как будто мы вместе побывали там. Это меня спасает. Наверное, я сентиментальный стал, мне в этом году 62 будет. Я все время напоминаю, потому что никуда не деться от этой цифры, ребята. Я стараюсь все это переварить. Будем стараться вести здоровый образ жизни. Едем дальше, ребята. Ох, какой красивый грузовичок, прям перламутровый. Как говорили деды в армии, война войной, обед по распорядку. Как всегда, кола. Это на всякий случай, чтобы потом хлеб, сухарики. Так, моя палочка личная, ложка, термос я сегодня. Это я алкоголь обязательно. Заходил в туалет, надо. Руки я помыл, но все равно надо обработать. Так. И главное у нас сегодня
Мои любимые пеперончино итальянские. С чесноком. Так, обязательно чай с молоком рояль. И так, на десерт у меня сегодня японские вкусности, ну и йогурт. Сухари тоже. Так, сели. Так, веер сюда, чтобы ветер. Так, с чего начнем, ребята? Начнем с чая. Как без чая, да? Так, начнем, ребята, с чая. Так. Берем и сыпем. Порошок. Так, у меня где-то здесь пакет есть для мусора. Вот он. Все, что с собой забираем мусор. Так. Ставим его сюда, чтобы он не улетел. Так, открываем термос и наливаем. О, капучино. Нет, это чай с молоком. Пожалуйста. Так, размешаем сейчас. Теща говорила, ну что ты там золото что ли ищешь? Чукулап. Ничего я не ищу. Так, положим сюда. И пробуем чай. Так, ребят, я очки снял. Обалдеть. Все равно я без чая с молоком не могу, блин. Ой, горячий. Термос горячий. Градусов 90. Так. Пошли дальше, да, ребята? Итак, у нас сегодня пеперончино на первом месте. Так, вытаскиваем. О! Вот вам пеперончино, ребята. Так, мусор сюда. Смотрите. Произведение искусства. Скажите, сегодня у меня чуть-чуть красивый. Я добавил сегодня паприка, да, знаете, перцы красный, желтый. Я зеленый не стал добавлять. Ну, это у меня картошка. И обязательно это косточки куриные. Так, сегодня я взял ложку, потому что в тот раз мне сказали, Сапар, ну что ты там без ложки? Так, и обязательно у нас парижский хлеб, париджан. Вот. Завод Ямазаки. Вот он какой, смотрите. Ну что, ребят, всем приятного аппетита. Солнышко зашло. Опять вышло непонятно. Так, ну что, пробуем? Так, сейчас, подождите, ребята. У меня веревка мешает. Сейчас я ее натяну. Вот так. Все. Так, поехали. Обалдеть. Я заехал в магазин как раз. Там стоят микроволновки, подогрел его. Вай. Меня все называют хлебным мальчиком. Стараюсь много не кушать хлеба, но я не могу без хлеба. Я кушаю хлеб с лапшой, со спагетти, с мантами, с лагманом. Короче, без хлеба у меня жизнь не жизнь. У вас тоже так же, да?
М-м-м. Обалдеть. Картошка. Ну и как без мяса, да? Мясо маринованное. Базилик соус называется. О, кайф на природе. Мясо какое нежное, аппетитное. Ну все, атас, ребята. Ну что, ребята, я продолжаю свой обед. Многие спрашивают: Сапар, зачем так мучиться, все это с собой таскать? Можно было заехать в ресторан или в забегаловку. Но, ребята, я всегда могу в любой ресторан зайти, покушать очень вкусно, очень дорого, изысканные блюда. Ну вот это мое родное, понимаете? Вот чай, хлеб, спагетти, вот он у меня летит, сухарики. Все это мое, понимаете? Я лучше вот так на природе, так спокойно. Если солнце выйти, одену очки. Вы скажете: Сапар, для полного счастья музыки не хватает. Действительно, ребята. Сейчас поставим музыку. Так, любую. Первую попавшуюся, да? Дискотека 90-х, вот. Уже, видите, без 10:02. Пока я пришел, пока машину поставил. Орел прилетел, просит. А под музыку, оказывается, еще лучше. Тут лягушка начала петь, подпевать начала. Называется лягушка-корова. И култупатчик говорит: алтын истетасым. Ну, обычно сахар ложат и перемешивают, но она уже готовая, чуть-чуть сладковатая, с сахаром. Такой вот, смотрите, как сэндвич, посередине крем и бобы сладкие. Это, блин. Не беспокойтесь, у меня тут йогурт и сухари. Обалдеть. Ну что, ребята, я продолжаю свой обед.
Многие спрашивают, Сапар, зачем так мучиться, все это с собой таскать? Можно было заехать в ресторан или в забегаловку. Но, ребята, я всегда могу в любой ресторан зайти, покушать очень вкусно, очень дорого, изысканные блюда. Ну вот это мое родное, понимаете? Вот чай, хлеб, спагетти, вот он у меня летит, сухарики, все это мое, понимаете? Я лучше вот так на природе, так спокойно. Если солнце выйти, одену очки. Вы скажете, Сапар, для полного счастья музыки не хватает. Действительно, ребята. Сейчас поставим музыку. Так, любую. Первую попавшуюся, да? Дискотека 90-х, вот. Уже, видите, без 10:02. Пока я пришел, пока машину поставил. Орел прилетел, просит. А под музыку, оказывается, еще лучше. Тут лягушка начала петь, подпевать начала. Называется лягушка-корова. Ребят, это если я все не съем, я с собой заберу. Там по дороге еще тормознемся, перекусим. Ну, что-то мне не нравится эта музыка. Прибавлю. Ты служи, ненаглядный мой, обо мне не тужи. Если что-то случится вдруг, обо всем напиши. Не проходит и год, Служил я парень весточку шлет, перебила мне ножи. в армии, в автобате Обожгло все лицо, всю жизнь сапиру. коли любишь по-прежнему, и горит огонек. Приезжай, забери меня, пишет ей паренек. Коли любишь по-прежнему, и горит огонек. Приезжай, забери меня, пишет ей паренек. Но ответила девушка.
Чего, ребята? Так, приступаем к десерту, ребята. Вторая кружка. Ну, как раз один пакет как раз. И культурпатчик говорит, алтын истетасым. Ну, обычно сахар ложат и перемешивают. Но она уже готовая, чуть-чуть сладковатая, с сахаром. Такой вот, смотрите, как сэндвич, посередине крем и бобы сладкие. Сейчас я открою. Посмотрим. Я обожаю такие вещи. Как блины. Так. Вот он, пожалуйста. Видно, да? Вот. Обалдеть. Мягкий прям. Это, блин. Не беспокойтесь, у меня тут йогурт и сухари. Обалдеть. Нудная песня какая-то. Что-то у меня тут темнеет, наверное, дождь будет. Но ветерок хороший. Чувствуете, да? Обалдеть чай. Ну и сухари обязательно. Один. Попробуй. Хрустит, наверное, сейчас. Разжаренные, хрустящие. Правда, чуть-чуть сахара. Нет. На сегодня сахара хватит. А то вы скажете, у него еще кола тут. Колу я оставлю, не переживайте. Орел летает. Смотрите, какой йогурт. Видно, да? Обалдеть. Фантастика, ребята. Нашел чем хвастаться, да? Ребята, я не хвастаюсь, я делюсь тем, как есть все. Я же говорил, подписывайтесь. И чаем запиваем английским. Отлично. И ветерок. Ух, все-таки чай он дает. Я аж вспотел прям. Все. Ничего, ребята, всем приятного аппетита. Идем дальше. Все, я здесь все собрал, в коробку сложил. Все, идем дальше. Там тоже японский мужик сидит, тоже обедает. У него, правда, стульчик, тоже обедает. Ну что, ребята, по закону Архимеда после вкусного обеда надо что? Ходить. Все подумали спать, да? В нашем возрасте нельзя спать. Надо ходить. А то второй подбородок, авторитет появится. Идем дальше. Пойду замочу свои ножки на исикуле. Вот он, пожалуйста, дорожка.
там туалет. Женщина с ребенком, с дочкой купается. Уже искупалась. В беседке переодевается. Так, здесь начинается старт велосипедистам, пожалуйста. Там потом подойдем. Старт вокруг озера. И вот вам, пожалуйста, озеро. Чуть-чуть освобожусь и начну ездить уже купаться. У меня там свой пляж есть. Кто видел мои видики, вот там остров, видите, да, между ними. Вот между ними там есть пляж мой. Там вода чище и прохладнее. А здесь вода теплая, градусов 23. Рыбки плавают. Вот там, пожалуйста. Здесь шторм, наверное, был. Чуть-чуть берег грязневатый, водорослями. А так, пожалуйста, здесь же и рыбы есть. Если туда прямо проехать, Японское море будет. На моей машине 2,5 часа. Как-нибудь тоже съезжу. Японский Мекка. На этой горе на высоте тоже зимой ездил. Вон там вышка, видите? Снимался. Там вон прогулочный катер или что это, пароход или как он, круизный лайнер. Вот, ребята, о, классно, ноги остудились. Идем дальше. Пожалуйста, вот здесь можете поставить фотоаппарат и фотографироваться. Так, я сейчас тапочки сниму, а то они у меня прям как назло, прям скрипят, прям резиновые. Пожалуйста. Вот она, красавица. Вот отсюда все начинается старт. Вот мои ножки. Я босиком. Ну и несчастье, да, ребята, смотрите. Сидят влюбленные, обедают. Принесли все с собой. Ну, я их снимать не буду. Что они там кушают? О, шампанское пьют они. С лимоном. Наверное, предложение делают. Пожалуйста. Вот вам пивако. Вот вам, пожалуйста. Видно, да? Это мой Иссык-Куль. Поэтому я не скучаю. Здесь чисто, красиво. Ну, на Иссык-Куле тоже. Там другая атмосфера, там другое аура. Там заряжаешься энергией. Ну, здесь тоже, конечно, энергия есть. Тоже освежающая. Видите? Молодцы японцы. У них этот RAV4 они там на стоянке поставили. Вот так, ребята. Я думаю, лет через 10 на Иссык-Куле точно так же будет. Так, отсюда начинается старт. 22, так. И везде, вот, пожалуйста, указано, где можно остановиться, километраж, как объезжать, как ехать, 70, 70, 80. Общая протяженность 110, 120, 130, 160, 170, 183 километра будет. Сейчас я нахожусь вот здесь, вот. Вот эта точка старта. Видите, нулевая. Вот, пожалуйста. Тут ведь фотографии, что можно посмотреть, где, что, как. И рельефная карта. И обязательно туалет. Предыдущий туалет был экологический, это вот обычный. Значит, это для лиц с ограниченной возможностью. Пожалуйста, вот. Тоже для ребенка. Все, писсуар, руки, рукомойник. Это женский. Пожалуйста, с туалетными бумагами. Мусорный бак. Тут пакеты вон дополнительные. И мужской писсуары. Зеркало. Тут все деревянно, красивое. Ну
Что, заедем в брендовые магазины? Ну, вообще магазины, потому что в России тоже такие же магазины много. Очень многолюдно здесь. Это узнается по парковке. Машин очень много. Сейчас найдем место, где припарковаться. Так, все забито, все рыщут. Вот, пожалуйста. А вот одно место есть. Блин, он заезжает. Инвалидное место нельзя. Так, ищем. А вот место есть. Вот сюда. Новая Honda. Так, закрываем окошки. И идем. Идем дальше. Вот тут сразу. Вот тут спортивный магазин, оказывается. Сразу заходишь в спортивный магазин. Футбольные, волейбольные, баскетбольные. Так, здесь что? Adidas, Nike, Under Armour, Puma. Чемпион. Тут для бейсбола все. Для гольфа. Nike, Adidas. Ну, какие красивые расцветки. Тут очки продаются. Ну, какие красивые очки, да? Каких только расцветок нет. Так. Ну, я обещал туалет показать. Давайте зайдем сперва в туалет. Посмотрим, да? Это для меня повседневка. Так, security стоят. Маску надо обязательно, потому что в помещении без маски нельзя. Вот так вот. Только 4 человека, говорит, стоят. Так, сейчас, если людей нет, то я в женский туалет не смогу зайти, но... Так, мужской, пожалуйста. Вот знаки стоят налево. Ну, как тут прохладно. Кондиционер. Значит, прямо пойдете, будет женский. Рядом для лиц с ограниченной возможностью. Никого нет, я вам зайду, поснимаю. Вот, пожалуйста. Это вот так, если вы на коляске заезжаете, закрываете. Так вот, пожалуйста. Открывается. Тут кнопки стоп. Это попочка. Это для женщин. Это музыка. Ну, если вы стесняетесь там громко издать звук, то можете нажать, она будет музыка играть. Вот сейчас. Я сейчас сяду. А, надо голой жопой садиться. Тут, пожалуйста, вода. Так, здесь мыло, как всегда. Тут санитайзер. Вот, видите, автоматически сыграли. Тут пакеты, вот, там после, ну, детские сюда положить.
использованные салфетки, трусы, ну и памперс. Тут, если с ребенком, то, пожалуйста, вот так он вставляется. Вот он фиксируется. И для ребенка туалетная бумага. Здесь датчик. Вот он. Ну, вот, пожалуйста. Здесь берете туалетную бумагу, нажимаете на санитарий специально и обтираете сидушку. Вот. Идем дальше. Мужской. Мужской. Как будто этот пятизвездочный отель. Видите? Тут зеркало стоит. Дорожка постелена. Вот, пожалуйста, рукомойники. Это для кто с коляской подъезжает сюда. На колясках. Мыло. Там, пожалуйста. И тут вот писсуары тоже. Специальные держатели. Можно держаться. Так, это с ребенком. Видите? И для детей тоже. Пожалуйста, для детей писсуар специально. Держаться. Здесь датчик. Вот. Тут ее укладываете, чтобы перелинать. Вот он. Здесь цепляете ремень безопасности, чтобы ребенок полежал, а вы спокойно посидели. Это мужской. Если с ребенком, сюда его посадили, он чтобы не дергался, сидел, пока вы думаете. Вот. Это вот чисто европейский туалет. Вот так, ребят. Все чисто, пахнет прям. Вообще запаха нет. Абсолютно вот прям духи какие-то французские. Выходите. Ну и обязательно, если охота пить, пожалуйста, вот автоматы стоят, можете угощаться. Тут уже брендовые магазины, всем известные Zara, там Nitori, это мебельный магазин, это одежда для госслужащих или чиновников, там мебель. Пожалуйста, там что? Американский Gap, да? Вот он. Тут картины, ребята. О, нифига себе, картины. А, я эти показывал. Тут вот, пожалуйста, картины. По 50% скидки. Вот, например, вот это стоит $5000, скидка 50%, будет $2500 картина. Пожалуйста. Тут тоже брендовый магазин. 70% скидки. Сейл. Тут ковры. Тут домохозяйки вот набрали, смотрите, мешки прям полные. Тут одежда, вышедшая из моды. Тут массажные кресла. Пожалуйста, вот. Так. 12 минут. 300 йен. Ну что. Отличная вещь. Тут было специально детский садик во время вашего шопинга. Дети можно сюда сдать. Они будут охранять и играть с ними. Кимоно я выкладывал для детей. Для взрослых можно фотографироваться. Ну и фудкорн этот, как он называется? Место для
питание. Пожалуйста. С видом на озеро. Водичка бесплатная. О, красивые сиденья, прям разноцветные. Тут все есть: европейская, китайская, японская кухня. Тут, пожалуйста, выход на балкон. И вот вам, пожалуйста, озеро. Тут перешеек как раз озеро, и они построили мост. Это музыкальный мост. Видите, да? Когда оттуда едете, с той стороны, с севера на юг, когда спускаетесь, то музыка играет японская. Ну, я уже снимал, на моем видео есть. Так, эти дома я уже рассказывал. Это клумбы здоровые. Но так как жарко, надо идти внутрь. Ну как без овощей и фруктов, да? Яблоки, смотрите. Одно яблоко стоит $2. Персик один стоит. 2 персика стоит $4. Виноград $4. Киви. Ну, лучше вам цены не рассказывать. Нормальные цены для японцев. Дыни, апельсины, арбузы, яблоки, слива, виноград, бананы. Это что еще? Да всего завались, короче. Короче, не сдержался, купил помидоры и бананы. Корейский бренд. Гюс, да, или Гейс, или как он. Американский бренд. Ну, это Гималая, спортивный магазин. Я выложил вот такое аниме. Вот, пожалуйста, японский. Ну, это, наверное, мода. Нет. Блин, обувь какая шикарная, да? Смотрите, ребята. Все для бега. Красота, блин. Ну да, кто бегает, $150. $200 выложит. Чепуха же. Главная вещь этого стоит. Да? О, какие шапочки, панамки. Как у меня, блин. Чисто японский бренд. Мизуно. Осака. Неохота это тащить, поэтому на тележку закину. Мне на выход. Машина там стоит. Это для купания все. Спасательные жилетки. Обувь для пляжа. Это гольфовые. Гольф одежда. Так, о, выход нашел я. Хималая.
Ну все, ребят, едем дальше. Тележку бросаем. Убираем. Ух, баня. Чтобы выехать на противоположную сторону, надо через мост проехать. Видите, какой мост? Смотрите. Мне надо вон на тот перешеечный мост в озеро пересечь. А тут вот, пожалуйста, красота, видите? Яхтовые клубы, озеро, рыбальщики. Мост, между прочим, платный. Так как у меня малолитражка, она мне обойдется 80 копеек, по-моему. Да. Обойдется 80 копеек. Если будете наличкой, 100 копеек, ну 100 йен. А так 80. На циферблат смотрите. Вот, видите, написано 80 йен. 20 йен экономия, если карточка оплачиваете. 28 градусов, 1 метр ветра, скорость ветра. И вперед. Тут озеро. И там озеро. Вот высшая точка. Там же город. Мне надо вперед проехать за этими зданиями. Там будет хайвей платная. Не платная, а бесплатная дорога. Хайвей. Тут, по-моему, ресторан будет крабовый. Сейчас увидите. Вот он. Краб написан. С этой стороны. Ну, красота, да? Ну, это магазин электроники Ямада. Все знаете. Ну ладно, ребята. На сегодня все. Вашу просьбу показать туалет я снял. Сегодня видео смонтирую и закину на YouTube. Подписываемся, ставим лайки, одноклассники. Здесь расширение дорог идет, хотя 2 полосы еще сбоку. Видите, все заранее они на столетия вперед строят.